Мы находимся на городском пляже города Якутска, где проходят профилактические рейды всех заинтересованных служб. Это служба спасения, МЧС, ГИМС, администрация города Якутска и других. Это особенно актуально, так как с начала этого года произошло уже несколько трагических случаев на воде. Как это происходит и зачем это надо? Давайте разберемся. Мы ежегодно подготавливаем и сдаем ряд анализов и мероприятий, которые позволяют официально открыть пляж. В этом году мы открыли пляж с 30 июня 2023 года, то есть получили заключение со всех надзорных органов, таких как ГИМС МЧС России, Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии. Сколько есть спасателей? Вообще, какие удобства есть? Так, ежегодно на территории городского пляжа мы обустраиваем две спасательных вышки с комплектацией спасателей. То есть в этом году у нас 8 спасателей работают. Также и присутствует нововведение. Это администратор, который у нас следит полностью за обустройством и содержанием городского пляжа. Также ежегодно мы в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами обустраиваем здесь 4 биотуалета, 2 рукомойника, а также краны для мытья рук и ног. Пьяные не ходят? Ну, конечно, не без этого, но для обеспечения безопасности и как раз-таки для регулирования и контроля со стороны окружной администрации и нашего предприятия мы ежегодно ставим охрану ЧОП для обеспечения правопорядка, которые у нас, получается, отсекают пьяных и лиц, которые пытаются пронести алкогольные напитки на территории городского пляжа. Ежедневно проводим мероприятия по профилактическим беседам с населением по поводу безопасности на воде. Сейчас у нас в данный момент происходит акция «Безопасная вода». В целях этих безопасных являются профилактические беседы с населением, как правило себя вести на воде. Особенное внимание уделяем детям, потому что дети – это самое важное, что у нас на данный момент есть. Да? Обычно у нас дети приходят без родителей, проводим с ними практические мероприятия. Если слишком маленькие дети, вызываем сотрудников ПДН до дальнейшего разбирательства, до передачи детей к родителям. Обязательное правило – это не заходите, пожалуйста, в воду в алкогольном состоянии. У нас в городе Якутск на данный момент в районе 10-2-10-3 микрорайона произошло 2 несчастных случая гибели людей и 3 случая, благо, что они обошлись. Получается, люди зашли 2 в алкогольном состоянии, потеряли сознание, граждане увидели, оказали им первую помощь, и одну помощь оказали сотрудники медслужбы. Но в основном, в частности, это дети у нас заплывают, то что без каких-либо нагрудных жилетов, без нарукавников, не умеющие плавать, родители не смотрят, не обращают внимания на это. И в целом ребенок отходит в сторону, может произойти несчастный случай. Сейчас мы узнаем, что нужно предпринимать в случае обнаружения какого-либо ЧП на воде, когда человек может, у него ноги свело или что-то такое происходит. Итак, какие наши действия? Если, допустим, вы увидели утопающего человека на водном объекте, видите, что человек начинает уходить, погружаться в воду, выныривать, первым действием, что мы делаем? Если мы сами можем оказать ему первую помощь, вытащить человека из воды, то заплываем, постараться обхватить человека с задней стороны, потому что когда человек начинает уходить, за шею так взяли, обхватили его и потихонечку тянем ближе к берегу. Если человек начинает вас обратно утаскивать за собой, попытаться человека маленько приглушить. Это сделать, чтобы он, имеется в виду, чтобы человек маленько успокоился, пришел в себя. Что мы делаем? Как мы его обхватили, вытаскиваем маленько, вытащили на берег, все, положили его. Вот, вытащили парня. Допустим, представим, что человека вытащили, приподняли ему маленько шею чуть-чуть, чтобы, получается, и делаем 30 ударов. Сначала, в первую очередь, конечно, проверили пульс, есть ли пульс у человека. Если пульс есть, то пытаемся ему 30 ударов качков в грудную клетку, но опять же рассчитываем свою массу, потому что
можно сломать ему, ну, грудную клетку, поняли, да? Если не получается, пробовать вдох-выдох. И так и пытаемся. Если все пошло, то маленько приподнимаем, переворачиваем его на бок, чтобы лишняя вода вышла. И после этого вызываем, ну, как бы скорую помощь, да, для дальнейшего передачи в отделение РБ. Ну, то есть, в первую очередь, нужно, Да, чтобы оказать- из него вышла Да, это. вся Вот это жидкость. вот целоваться не надо? Ну нет, да, вы можете, ну, как сказать вам. Ну ладно, может это пропустим. Ну, то есть, дыхание из рот в рот. Да, вот да, это да, что? да. Это вот как это делать? Не, ну в рот можно же как бы руку подставить, да. Ну, конечно, если можете уже, как вы сотрудник же МЧС, правильно, если сотрудник спасения, здесь ничего такого нету, как бы. Не, ну это понятно, если профессионал делает. Да, профессионал. Ага. Как тебя зовут? Джу. Спасибо. Во-первых, не надо злоупотреблять спиртными напитками, так как состояние алкогольного опьянения происходят всякие чрезвычайные ситуации. Помимо этого, существует ответственность нахождения в городском пляже в состоянии алкогольного опьянения. Могут привлечь за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Главное запомнить, что от вашего поведения зависит жизнь и ваше здоровье. А знаете ли вы правила поведения на воде? Ну, конечно, знаю. Какие, например? Ну, не толкаться, в глубину не ходить. Правильно, да? Все, думаю, самое главное. Что еще? Следить за детьми. Ну, это обязательно. Я поэтому и сижу, смотрю за детьми. За буйки не заплывать, в алкогольном состоянии в воду не ходить, ну и смотреть за детьми. И еще говорили, что нельзя трогать вот эти штуки. Хорошо, спасибо. Еще бы такая рекомендация, чтобы курящих поменьше было. Ага. Хайдай. Уда бәппенә сагыллыт. О правилах поведения на воде билетта. О, хох булады. Бухта. О, тәфсигит балста. Сейчас подойдут сотрудники и все расскажут. Да? Профилактики. Даже так. Ача бедерепе. Вот так. Знаете ли вы о правилах поведения на воде? На водном ходу? Знаю. Например, какие? Главное, далеко не отплывать и все. Хорошо. Конечно, знаем. Далеко не надо заплывать. Еще? Но вот есть же ограничения. Ага. Вот, за них нельзя. Не баловаться. Не нырять. Я имею в виду глубоко. Вы уже искупались? Нет, только пришли. Отлично. Знаете ли вы правила поведения на воде? Конечно, вон. Круги. Угу. Не заплывать за буйки. Ага. Все, спасатели вон плавают. Какие еще? Отлично. Следить за детьми главное. Да, конечно. Вы сейчас находитесь на водном объекте, знаете, да? Вода это самый, как скажем, опасный, да, является очень много летальных случаев. Насколько вам лет, примерно? Если уже взрослый, да, следите, далеко не заплывайте, хорошо? Берегите себя, ездите за младшим поколением, хорошо?